Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С начала пандемии самым актуальным стало наращивание мощности инфекционной службы. В очередной пик пандемии число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки регистрировалось около 3000 человек. Сейчас количество новых случаев идет на спад, но, к сожалению, часто заболевают дети. Как работает в эти дни детская инфекционная клиническая больница, расскажет наш гость. С нами на связи главный врач Владимир Богдашин. Владимир Владимирович, здравствуйте. Доброе утро, уважаемые телезрители. Скажите, сколько детей проходит лечение стационарно и каково их состояние? Мы являемся единственной специализированной детской инфекционной клинической больницей в республике. Соответственно, мы эти пандемийные годы, которые проходят сейчас на данный момент, специализируемся, работаем по лечению ковид-детей, которые поступают у нас стационарно. С начала пандемии мы полностью реорганизовали свою работу, то есть мы перепрофилировали наши коечные фонды с учетом тех вызовов, которые сейчас на данный момент стоит. На сегодняшний день мы базируемся на 2 стационарах по Курашова 91/3. По основному зданию у нас находится ковидный стационар на 150 коек. И по Покровскому тракту на базе туберкулезного санатория находятся наши обычные соматические отделения. То есть это воздушно-капельное отделение, приемное отделение и кишечное. Но на сегодняшний день у нас в больнице в целом находится более 100 детей, из них 55 детей с новой коронавирусной инфекцией. Именно в случае с ковидом отличается ли методика лечения детей от взрослых пациентов и как вообще организован сам этот процесс? К нам поступают в стационар в основном дети со средней степенью тяжести и тяжелой степенью тяжести. Амбулаторно проходят дети с легкой степенью тяжести. По сравнению со взрослыми, конечно, методика лечения существенно отличается. Мы в основном на практике пользуемся противовирусными препаратами, это при легкой и средней степени тяжести, симптоматическое лечение. При тяжелых состояниях, допустим, при осложнениях новой коронавирусной инфекции, это в частности у нас пневмония и встречающиеся такие грозные осложнения, как мультисистемный воспалительный синдром, мы подключаем лечение дополнительно гормонотерапию, антикоагулянты. Если присоединяется бактериальная инфекция, мы подключаем еще антибиотикотерапию. В течение вот этих 2 лет все-таки есть общее понимание подхода к лечению детей с новой коронавирусной инфекцией. Буквально мы вчера участвовали в научно-практической конференции, которую вела наше головное учреждение по стране, это детская клиническая больница имени Башляевой. У них вышли новые протокола лечения и лечения детей, да, и сейчас уже начали пользоваться, допустим, до этого неиспользуемые лекарственные средства на основе моноклониальных вирус-нейтрализующих антител и ингибиторов интерлейкина. В общем, вкратце так по лечению. Владимир Владимирович, скажите, а детская инфекционная клиническая больница принимает детей со всей республики или есть какие-то исключения? Да, у нас поступают со всей республики. Мы сейчас являемся основной базой лечения детей. При нашей больнице открыт детский консультативный центр. То есть с районов дети, которые нуждаются в дистанционном ведении, во-первых, и которые нуждаются в переводу в нашу больницу, они проходят через этот консультативный центр.
Ну, в среднем где-то в неделю мы на мониторинге держим от 6 до 7 детей от разных районов республики. Если мы с вами обратимся к статистике, сколько детей коронавирусной инфекцией заболевает ежедневно? И в чем заключается причина роста заболеваемости среди детей? Вот смотрите, у нас, когда началась пандемия, в основном болели дети дошкольного возраста. Это значит, что были внутрисемейные контакты. В прошлом году, когда народ более-менее расслабился, когда после длительного локдауна, после этих жестких ограничительных мер начали открываться школы, проводиться мероприятия, вот контакт больше стал. И начали болеть, конечно, дети школьного возраста и подростки. В этом году с приходом вот новой волны с омикроном у нас болеют дети в основном до 4, до 3 лет. Из них преобладают дети до 1 года. Из этого общего количества детей у нас где-то 35% это дети до 1 года. С чем это связано? Это связано, во-первых, у нас же в основном сейчас иммунная прослойка у взрослых людей, населения более-менее уходит на уровень, где, по данным Оперштаба республики, где-то 70% взрослого населения у нас имеет иммунитет коллективный. Вот у детей только начинается кампания прививки против коронавирусной инфекции, из-за этого у них иммунной прослойки нет. И еще основными причинами, как наука, как специалисты во всем мире говорят, что это маленького количества рецепторов дыхательных путей и отсутствие человеческого фермента. Вот из-за этого, говорят, тоже увеличивается количество детей. В начале пандемии где-то болело от 6, 7, 8% детей от общего количества заболевших, да? А сейчас наблюдается уже до 30%. Если 3 недели назад у нас наблюдался большой рост поступающих детей в наш стационар, но на сегодняшний день у нас существенное снижение идет по этому показателю. Скажите, а как на сегодня оборудована ваша больница? Что еще требуется для организации эффективной медицинской помощи? В целом у нас с самого начала пандемии по решению руководства республики, по решению руководства Министерства здравоохранения мы существенно обновили свою материально-техническую базу. То есть мы в 2020-2021 годах получили новые оборудования, кислородные концентраторы, ИВЛ-аппараты, мониторы. Это все оборудования, которые касаемо ведения тяжелых детей. Это оборудование, которое применяется в комплектовании реанимационных отделений. И вот это обновление оборудования у нас существенно помогло при развертывании дополнительного отделения, ковидного отделения, которое сейчас работает на базе на улице Курашова. То есть все стандарты и клинические рекомендации выдерживаются. Все диагностические мероприятия в плане лабораторного, в плане инструментального у нас все делается на нашем уровне. Кстати, уже давно обсуждается вопрос о строительстве нового здания инфекционной клинической больницы для взрослых и детей. Какие решения уже приняты? На данный момент инфекционная служба у нас в республике развернута инфекционными койками при центральных районных больницах. Детской инфекционной клинической больницей, это нашей больницей на 150 коек в городе Якутске, и инфекционным отделением
на базе Якутской республиканской клинической больницы. Вот те больницы, которые сейчас находятся в городе Якутске, они не отвечают современным требованиям санитарных норм. То есть нет, допустим, если на примере нашей больницы должны быть по современным требованиям все палаты боксированные. У нас на данный момент есть одна боксированная палата изоляторная, это для особо опасных инфекций, и 18 полубоксированных палат, где можем разместить только 45 детей. На сегодняшний день, благодаря работе руководства республики, Министерства здравоохранения, заканчивается прохождение госэкспертизы проекта новой больницы, республиканской инфекционной клинической больницы. И в ближайшие годы, как только пойдет уточнение по финансированию, в ближайшие годы будет начато строительство новой больницы. Новая больница будет отвечать всем современным требованиям, которые сейчас существуют в системе здравоохранения. То есть там полностью будут боксированные палаты, полностью пойдет разделение потоков на чистые и грязные зоны, автономные вентиляции в каждых отделениях, будет оборудовано полностью современными аппаратурами, мощная лаборатория ПЦР и бактериологических исследований будет, реанимационное отделение для оказания медицинской помощи взрослым и детскому населению. И все отделения, которые сейчас на данный момент работают, они будут работать в этой новой больнице. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за содержательную беседу. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.